Добрый день, уважаемые слушатели! Мы сегодня в ДГД по городу Алматы, и мы пригласили руководителя управления отдела администрирования ИП Успанова Нурлыбека поговорить о том, что касается специальных налоговых режимов. Очень рады, что вы идете на разговор, на общение и на разъяснение, еще и в ваших стенах, так что для нас это особенно приятно. И я начну. Первый вопрос. Сейчас очень много ходит слухов про то, что упрощенки не будет. Действительно ли это так? По крайней мере, с 2024 года чего нам ожидать по спецрежимам? Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики. Нет, эти слухи не обоснованы. Упрощенка в 2024 году также продолжает оставаться. То есть без изменений, все так же, без те же условия, да. там 3%, те же все, условия, все да, так же. без изменений. Ну, отлично, так что не переживаем, никто нашу упрощенку никуда пока не дел. Сейчас большая проблема с тем, что заканчивает свой срок действия ЕСП, единый социальный платеж. Он у нас в принципе был введен временно, и с 2024 года его не будет. Ну и в связи с этим стали много говорить о режиме специального мобильного приложения, то есть специальный налоговый режим с использованием мобильного приложения. Правильно я сказала, да? Вот. Можете немножечко рассказать об этом режиме? Он не новый, ведь он появился уже. Да, он уже действующий. ЕСП как бы родилась как временная мера, с 2024 года он уже прекращает как бы деятельность, и здесь наиболее такой подходящий вариант по той категории лиц, которые осуществлял деятельность по ЕСП, это спецналоговый режим на основе мобильного приложения. В чем его преимущество? Он очень схож с патентом, практически аналогичен. Там же есть такие же 32 вида деятельности, да, ограничения по отсутствию там наемных работников, по доходной части, то есть доходная часть должна составлять 3528 МРП в год. Это если перевести на 2024 год с учетом того, что МРП будет 3692, это порядка 13 миллионов 25 тысяч тенге. В чем преимущество данного режима? Здесь есть несколько моментов, которые преимущественно упрощают деятельность предпринимателя. В данном режиме присутствует уже встроен кассовый аппарат. То есть непосредственно можно здесь выбивать чеки за оказанный товар, работу, услуги. И здесь имеется в виду, здесь уже отступает необходимость покупки самого кассового аппарата и также обслуживание, оплата за обслуживание ОФД. Второй момент – это то, что приложение автоматом считает вашу доходную часть, то есть вам не нужно будет уже заполнять декларацию. И третий момент, здесь уже до 15 числа ежемесячно следующим зачетом будет выставляться, сколько исчислено налогов. И момент такой, что ошибиться при предоставлении декларации или отсутствует. Налоговая нагрузка составляет всего 1%, также плюс социальные платежи. То есть программа автомат, да, программа автоматом все высчитывает, здесь все автоматизировано, можно сказать. Супер, очень то есть удобно. снимается головная боль со сдачей отчетности. Но здесь, обратите внимание, приложение называется ESLX Business. Да, можно зарегистрироваться и выбрать спецналоговый режим. Да, то есть здесь нужно обязательно не просто скачать приложение, а нужно, если у вас нет ИП нужно зарегистрировать. Также можно это сделать через приложение ESLX Business. Либо если ИП есть, то здесь нужно аккуратно, да, там не с каждого режима можно на этот перейти, на мобильное приложение. А так очень такая интересный режим. Да. Мне вопросы задавали подписчики, поэтому я с телефоном. Так, вот как раз по поводу перехода у нас был вопрос. Перейти на СНР с мобильным приложением нельзя с упрощенки. Тем, кто хочет это сделать, какой будет алгоритм? Потому что, вы знаете, я сейчас от многих слышу, что закройте ИП и заново откройте, но уже на этом режиме. Вот можете как-то это все прокомментировать, алгоритм, и можно ли так делать? Ну, непосредственно как такового алгоритма нету. Просто для сведения хочу сказать, что с упрощенки можно перейти только на общественный режим, либо патент, либо на основе крестьянских хозяйств.
Да, можно ликвидироваться и при открытии нового ИП выбрать уже соответствующий режим. Но нужно учитывать, что в тот период, пока вы не зарегистрированы в качестве субъекта предпринимательства, осуществлять деятельность противозаконно. Мгм. То есть, получается, в принципе, тут по времени каких-то ограничений нет. Если я могу какое-то время не осуществлять деятельность, сейчас закрываю ИП, как Да. только оно снимется с регистрации, я заново открываю Да. и уже могу выбрать этот режим. Да. Но иметь в виду, что, естественно, работать, пока у меня нет ИП, я не могу. Да. Продавать что-то, там, кассовый аппарат, мне нужно будет все это с учета снимать, потом обратно ставить. Но здесь кассовый аппарат не нужен Да, на он уже мобильном встроен. приложении. Да. Ну, то есть здесь нужно аккуратно очень к этому подойти, грамотно, да, чтобы не нажить себе в будущем проблем. Так, следующий у нас был вопрос. Список видов деятельности для применения розничного налога. Это сейчас у нас самая такая тема, розничный налог. В 2024 году будет расширен до 380 ОКЭД. Есть ли надежда, что туда еще добавят какие-то ОКЭД? Или уже, скорее всего, что нет? Нужно отметить, что изначально розничный налог вводился как временная мера для поддержки малого и среднего бизнеса. В настоящее время утвержденный ОКЭД составляет у нас 190 видов деятельности, сейчас на рассмотрении 380. Хотелось бы здесь также отметить, что уполномоченный орган, сейчас идет работа совместно Минфин, МНЭ по утверждению ОКЭДов. И однозначно утверждать, тот или иной ОКЭД зайдет, это сейчас не в нашей компетенции. Плюс розничный налог рассчитан на конечного потребителя как физическое лицо, то есть он изначально был ориентирован на ту деятельность, которая непосредственно сталкивается с конечным потребителем, то есть физическим лицом изначально. Да, просто сейчас много идет обсуждений, пишут письма, пишут комментарии на открытых НПА, просят добавить тот ОКЭД, еще какой-то ОКЭД. Я смотрю, там отвечают, что рассмотрим, но я думаю, есть ли надежда? Надежда умирает последней. В любом случае, из года в год мы видим, что этот список расширяется. Да. Сейчас он 190, будет в скором времени 380, да, и уже увеличение практически в 2 раза. Я думаю, что... Но этот режим не временный, правильно же? Он у нас так и остается. остается. Потому что тоже многие сейчас говорят, что он временный, вообще там боятся этого режима. На самом деле все утверждено, все работает. Хорошо. Потом у нас сейчас еще тоже интересная такая тема. Недавно подписали изменения, что учредитель ТО на СНР не может открыть второе ТО и там тоже применять СНР. Вот ранее у нас было нельзя СНР розничного налога в одном ТО и в другом ТО, а теперь внесли изменения, что СНР розничного налога в одном ТО может быть, а в другом вообще никакого СНР, то есть только общеустановленный режим. И вот отсюда вопрос, если еще в 2023 году, до того, как эти поправки ввели, так, сейчас сбился у меня вопрос. ТО работает на упрощенке, вот. И его учредитель переводит свое второе ТО на розничный налог. Вот в данной ситуации кто нарушает? Верно ли, пишет подписчик, я понимаю, что то ТО, которое применяет розничный налог, может остаться, то есть это про 23 год говорится, да? А то, которое был на упрощенке, обязан перейти на УУР, потому что у него как раз-таки есть запрет на применение СНР. Здесь такой момент, что... в первую очередь, вы правильно подметили, что вот с 2024 года изменения вносятся, но там идет вопрос такой не только РН, да, во втором ТО, а вообще любой вид СНР, он во втором ТО запрещен. То есть в случае возникновения, допустим, такой ситуации, налогоплательщик, в принципе, сам вправе выбирать, какое юридическое лицо у него, в принципе, остается на том или ином режиме. Ну, это в следующем году, да, в 24-м. Да. А если это в 23-м случилось, то тот, кто был на РН, у него ведь не было нарушения, потому что не было запрета. А тот, кто на упрощенке, ему нужно будет, менять режим. Менять режим, да. Так, если ТО применяет СНР розничного налога, его учредитель может быть учредителем в других ТО, но эти ТО могут работать только на УР. Вот здесь такой, с другой стороны подошли. А если он не учредитель, а директор в другом ТО, может ли этот ТО применять СНР?
Если учредитель одновременно является двух и более юридических лиц участником либо учредителем, то в данном случае он не имеет права применять СНР в обоих. На директоров это не распространяется, а также не распространяется на индивидуальных предпринимателей, Вот, если да. у него есть ИП. Спасибо вам за этот комментарий, потому что очень часто у нас бывают споры, бухгалтера, даже опытные, да, доказывают, что ну нельзя, чтобы он был учредителем в ТО и у него было ИП, и Да. там применять СНР. На самом деле эта норма прописана только для учредителей, не для директоров. Да, Да. совершенно верно. Так, и еще, если ИП, налогоплательщик НП перешел с упрощенки на СНР розничного налога, затем он хочет вернуться обратно на упрощенку, какой здесь алгоритм действий, в какие сроки он может это сделать? Смотрите, согласно налоговому законодательству, если при смене режима на общественный режим и переход на СНР упрощенный, необходимо, чтобы прошло не менее года период. Только после этого можно снова применять СНР. То есть он должен с розничного перейти на общий, отработать календарный год. Вот после этого переходить только. Да, такое интересное. Ну, все, на вопросы на сегодня у нас закончились. Спасибо за внимание, спасибо, что Спасибо. уделили нам время. И всем всего доброго. До свидания.